Проректор ИНГУ Зяудин Батыгов трудится на благо родного вуза уже много лет. Он один из тех, кто стоял у истоков ингушской альма-матер. Тернистый путь становления ИНГУ вспоминает с особым трепетом. 23 апреля 1994 года постановлением правительства России создан Ингушский государственный университет. Уже в сентябре того же года вуз принял своих первых студентов. Первый набор состоял из 7 специальностей на тот момент. Это было 2 факультета гуманитарных дисциплин и негуманитарных дисциплин. Это было несколько кафедр, небольшое количество профессорского преподавательского состава. Это был, правда, очень умудренный опытом контингент людей, проработавший и во Владикавказе, и в Грозном. Первый корпус университета располагался в здании бывших казарм Ставропольского летнего училища в станице Орджоникидзевской, ныне города Сунжа. Со временем число студентов росло, но отсутствие материально-технической базы не мешало преподавательскому составу выпускать грамотных специалистов. 3 года назад на базе университета открылся Национальный инжиниринговый центр инноваций и технологий. 3 лаборатории, оснащенные самой современной техникой. Благодаря ей студенты проводят исследования, результаты которых, возможно, внесут свой вклад в очищение водной поверхности и почвы от нефтепродуктов и других органических загрязнителей. Это способствует в первую очередь, как вы уже сейчас говорили, конечно, повышению качества образовательного процесса в ВУЗе. Это само собой разумеется за счет привлечения студентов, аспирантов, магистрантов к реальным научным проектам, которые проводятся в рамках инженерингового центра. Сегодня госуниверситет в цифрах – это 8 корпусов в Магасе, Назрани, Сунже и Гамурзиево, 10 факультетов и 43 кафедры, более 7 тысяч студентов, 310 преподавателей, в числе которых более 40 докторов и профессоров наук. Пожалуй, самая большая гордость вуза – это новый учебно-лабораторный корпус в Магасе. 6-этажное здание построено в форме открытой книги. Современная аудитория, учебные римские кабинеты с мультимедийным оборудованием, а для студентов юрфака в новом корпусе подготовили самый настоящий зал для судебных заседаний. Будущие юристы ставят здесь инсценировки судебных процессов. Образованию в регионе уделяется повышенное внимание, тому доказательство студенческий городок в столице. Начинался этот городок с общежития студенческого на 310 мест, где сейчас проживают студенты, аспиранты. На этой же площадке построен бассейн. Это в 2012 году введен в эксплуатацию. Бассейн, где занимаются и студенты нашего университета, и команда, которая вновь создана, которая практически с нуля начинали и уже добились определенных успехов. Общежитие для профессорско-преподавательского состава. Квартиры 3-, 2- и однокомнатные. Там проживают и преподаватели, молодые специалисты. Это общежитие во многом помогает удержать молодежь здесь, потому что чаще всего молодежь пытается выехать. На базе ИНГУ в новой научной библиотеке ежегодно проводят всероссийские и международные научно-практические конференции, форумы и круглые столы. Студенты и преподаватели вуза становятся победителями различных конкурсов и олимпиад, и не только научных – футбол, плавание, шахматы, танцы. Студентам, конечно, трудновато бывает совмещать, но студенты у нас такие, знаете, молодцы. Они успевают и учиться, и участвовать в КВН, и в танцевальном. И вообще такие у нас ребята активные. Руководство университета не собирается останавливаться на достигнутом. Многое еще предстоит сделать. Важным событием для студентов, преподавателей и абитуриентов станет также учебно-лабораторный корпус естественно-научных специальностей, который должен открыться в ближайшее время. Где будут располагаться факультеты химико-биологические, физико-математические, медицинские, медико-диагностический центр, затем студенческий центр, досуговый центр. Еще есть такая надежда, что у нас может получиться строительство стадиона, поскольку, к сожалению, у университета до сих пор нет собственного стадиона. Еще одно направление – международная деятельность. В ИНГУ ежегодно выпускаются иностранные студенты. Мои друзья уже здесь учились. Они говорят, здесь нравится и хорошо для учиться, потому что наша преподавательница очень хорошая преподавательница. На стыке школ высшего и среднего звена. 2 года назад в ИНГУ начали готовить специалистов среднего профессионального образования сразу по 14 направлениям. Экология, природопользование, нефтегазовое дело и так далее. Очень хорошие специальности дополнительно.
ИНГУ считается самым молодым классическим вузом в стране, тем удивительнее наблюдать за его развитием. 26 лет назад интенсивной деятельностью по всем направлениям вывели вуз в ряд современных и перспективных научно-образовательных комплексов. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24.